Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие, добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Мои хорошие, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какие двери откроет вам судьба в самое ближайшее время? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какие-то токсичные люди у вас тут в окружении вышли. Какой-то прямо особенно токсичный человек, знаете, такой ядовитый, как весь в шипах, в иголках. И этот человек постоянно вас колет, задевает чем-то, задевает. Смотрите, здесь появится возможность как-то избегать этого человека, либо очень конкретно, одномоментно от этого человека отстраниться, отдалиться. Может быть, на работе у вас такой человек, может, по соседству, может быть, среди родственников, в собственном доме, да, такой человек может проживать вместе с вами. Есть дверь, есть возможность вот прям выйти из этого состояния, выйти из этой зоны токсичности. Я вижу, что вы немного будете сомневаться и колебаться. Какое-то вот есть сомнение, колебание. Смотрите, не упустите этот шанс. Поверьте, если все оставить как есть, этот человек рано или поздно сможет вас конкретно, так знаете, отравить так, что мало не покажется. Поэтому возможность появится, двери откроются, просто бегите, не оглядывайтесь. Сожалеть не надо, бояться не надо. Надо выжить, надо себя спасти. Да, потому что человек, реально с катушек может слететь и мало никому не покажется. Дверь откроется и бегом, без оглядки. Вот, это очень важно. Так, дальше, мои хорошие. Здесь у вас 3 человека вместе собираются. 3. Эти 3 человека у вас нуждаются. Либо вы нужны этим людям для какой-то цели, для какого-то действия. Эти люди, они думают только за себя. Эти люди думают только о себе. Да, они вас будут привлекать, да, что-то будет заманчивое, такая, знаете, замануха, да. Вот ты приди, вот ты сделай, вот ты с нами поучаствуй и получишь столько-то, столько-то. Они обманут. Эта дверь, она такая, знаете, не настоящая, это мираж. Мираж, обман, мошенничество, либо даже самообман в какой-то степени. 3 человека, не доверяйте 3, не доверяйте. Вот они вас либо уже куда-то зовут, приглашают, либо в ближайшее время, да, начнут звать и приглашать. Какой-то прям обман. Обман, неправда. Так, следующий момент, с кем-то встретиться. Возможность с кем-то встретиться. Дверь навстречу. Человек то ли проездом будет, то ли как-то будет намекать, да, типа я буду рядом, буду в твоем районе, да, буду проездом. Вот намек, да, человек посылает вам намек. Не дает вам приглашение, а посылает вам намек. Опять же, у каждого своя будет ситуация, да, непонятно, в каких вы отношениях с этим человеком, но это намек. Сигнал на то, чтобы встретиться. А для вас это возможность с этим человеком встретиться, поговорить и что-то для себя важное выяснить. Не бойтесь правды, не бойтесь взглянуть своим страхом в глаза, как говорится. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью и постарайтесь встретиться с этим человеком. Он вам, либо она намекает, а вы говорите: о, отлично, я хочу поговорить, либо мне нужна встреча с тобой. Давай встретимся там во столько-то, да, там-то, там-то. Обязательно воспользуйтесь, потому что этому человеку есть что сказать. Либо этот человек может ответить на все ваши вопросы. У человека, как что-то припрятано, понимаете, припрятано то, чем этот человек должен и чем важно с вами поделиться. Вот. Но опять же, вы решаете, встречаться или нет. Так, следующий момент. Дверь. Дверь. Кому-то что-то доказать. Очень похоже на пару, на отношения, может быть, ваш партнер, либо кто-то из ваших, допустим, близких, домашних, да, вот с кем вы вместе проживаете. Возможность доказать этому человеку
ну, либо чему-то научить этого человека. Очень часто люди обижаются друг на друга, особенно близкие люди. Обижаются, не договаривают, вот невысказанность какая-то остается. То есть даже если это прозвучит как обида и грубость, нужно все равно говорить, раскрыть человеку глаза. Может быть, человек в чем-то ошибается, чего-то не знает, на что-то не может обратить внимание, а вы это видите. И знаете, как думаете, дурачок, давай попробуй. Вот узнаешь, что это не так, да, либо узнаешь, как это бывает. Если вы что-то знаете, либо вы что-то видите, вам что-то яснее, да, пожалуйста, делитесь этой информацией. Смотрите, если вы этого человека, как говорится, просветите, научите, либо подскажете, откроете глаза, у человека не произойдет ошибки. И человек, вот прям такая переоценка ценностей произойдет. Вот до человека наконец-таки дойдет, кто вы и что вы из себя представляете. Понимаете, здесь именно момент, когда человек начинает вас слушать, человек начинает не только верить вам, но и в вас верить. То есть кардинальным, качественным образом меняются ваши взаимоотношения. Обиды все выкидывайте на помойку. Они никому никогда не были полезны и никогда счастья людям не приносили. Обида, она только к плохому приводит. Поэтому, мои хорошие, как бы вы там ни обижались, что бы вы там ни думали, но если есть возможность человеку подсказать, пожалуйста, подскажите. Даже если вас не просят, да? О подсказке все равно подсказывайте. Это будет самое правильное решение. И это улучшит ваши взаимоотношения качественным образом. Вот поверьте, будут совершенно другие отношения. Так, следующий момент касается ваших рабочих вопросов, ваших рабочих ситуаций. Возможность, ну, как говорится, показать товар лицом. Понятно, что вы все разные. Кто-то работает на кого-то, кто-то работает сам на себя. У вас предоставится возможность блеснуть. Блеснуть собой, либо блеснуть тем, что вы делаете. Не надо стесняться, не надо бояться, не надо там, закрываться. Да? Есть возможность похвастаться собой, либо своим товаром. Хвастайтесь. Хвастайтесь, насколько фантазии хватит. Насколько хватит, я не знаю, у вас сил хвастаться. Обязательно это делайте. Показывайте себя. Не закрывайте себя. Типа, кому надо, тот узнает. Нет, так это не работает. Вы должны себя максимально ярко прорекламировать. И не думайте, что кто-то подумает о вас плохо. Что типа вы хвастаетесь, либо там из себя что-то строите, там зазнайка, туда-сюда. Об этом вообще не думайте. Рекламируйте себя. Отчаянно рекламируйте себя. Поверьте, это такой крутой шанс. Такой шанс выпадает редко. Если вы, например, прорекламируете себя перед вашим начальником, 100% повысят. Повысят и по должности, и по зарплате, и по возможностям. И там, знаете, сколько бонусов еще накапает. Сами будете удивляться. Если мы говорим о том, что вы делаете, то есть ваш товар, мои хорошие, но вы себя обеспечите на долгие годы вперед. Понимаете, хорошей рекламой, саморекламой вы обеспечите себя на много-много лет вперед. Заказами, там, клиентами, денежкой. Ну, понимаете, о чем я говорю. Не надо этого стесняться. Нужно быть ярким и нужно о себе говорить в превосходительной какой-то степени. Не уменьшать, а преувеличивать. Вот так. Это будет правильно. Тем более я вижу, что вы очень способный и талантливый человек. В принципе, вы тут никого не вводите в заблуждение. Вы просто говорите как есть. Так, и еще, кто будет устраиваться на работу? То же самое, отчаянно себя рекламируйте. Да, бывает так, что мы не все знаем, да, не все знают. И нет таких людей, которые родились и уже все про все знали. Люди всегда учатся, люди всегда обучаются, люди постепенно приходят, как там говорят, обтачивают свое мастерство. Поэтому, мои хорошие, если вам задают какой-то конкретный вопрос, и вы на него не можете ответить утвердительно, придумайте такую форму ответа, которая бы была обтекаема и в то же время говорила о том, что вы всегда открыты к новым знаниям, к обучению, что вы легко обучаетесь, что для вас ничего нет сложного, что вы такой человечек упертый, да? Если ставите цель, не видите препятствий. Вот это очень важно. Самореклама. Причем стыд, там всякие там скромности, все это мы выкидываем в мусор, да, и, как говорится, отпускаем свою фантазию в бесконечный полет. И вот это будет очень классная ситуация. Так, дальше идем. Дверь, возможность что-то получить. Не могу сказать, что это деньги, помощь, какие-то, может быть, товары. Что-то вам могут дать, но в эту дверь нужно стучаться. Причем стучаться не только руками, но, скорее всего, еще и ногами придется стучаться.
Я не могу сказать, что там жадные, я не могу сказать, что там какие-то странные. Просто это так работает. Вот кто дольше и громче стучит, ну, типа этим больше всего и нужно. Поэтому этим мы и будем давать. А если человек пришел, там скромненько постучал и ушел, значит, человеку не так сильно надо. Вот по такому принципу работает это учреждение, либо организация, либо конкретный человек. Чем больше и громче просишь, тем быстрее и больше дадут. Вот по такому принципу. Эта дверь, она закрытая. Ее нужно именно вскрыть, вот стучать, забиться об эту дверь, не знаю, кричать громко-громко. Да? И тогда вы получите. Причем получите больше, чем другие получают. Да? Либо больше, чем, например, могли бы рассчитывать. Громко стучимся, бьемся, шкребемся. Ну, как у кого получится. Но главное, не отступаем от этой двери. И она откроется, 100% откроется. Так, еще взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Ну, вы какие-то странные, вы меня простите, но вы реально странные. Вы вроде как любите друг друга, тянетесь к друг другу, ну, желаете друг друга. Но при этом, что мужчина такой, типа амеба, ну, не знаю. Да? И женщина такая, ну, он же не предлагает, ну что ж, я буду напрашиваться. Да, девочки, надо напрашиваться. Он у вас такого амебного типа, поэтому таких мужчин нужно... Ну, таким мужчинам нужно говорить напрямую, да, типа я тебя люблю, я хочу у тебя детей, да, либо я хочу с тобой жить вместе, я хочу, чтобы мы поженились. И мужчине будет легче решиться. Вы понимаете, как разгружаете его, разгружаете вот этими своими словами и вот этими, ну, с позволения сказать, требованиями. Если вы будете смущаться и ждать, пока же он там сам родит это предложение встречаться, либо предложение жить вместе, там, пойти в ЗАГС, девчонки, вы состаритесь. Зачем вам это? Ну, видите, что он нерешительный, видите, что он такой скромненький. Господи, ну, бери ситуацию в свои руки, да, и управляй этим кораблем. Да, так в жизни иногда бывают. Не все мужчины сильные, так же, как и женщины, не все слабые. Вот у вас именно такая пара, где женщина главная, а мужчина, он, как говорится, при ней. В этом нет ничего плохого. Ничего плохого нет. Самое главное, что есть любовь между вами. Девчонки, берем ситуацию в свои руки и мужчинку просто ставим перед фактом, что мы теперь с тобой встречаемся, либо что мы с тобой сейчас будем вместе жить, либо что мы там заводим ребенка, что мы с тобой идем в ЗАГС, да? Просто ставите его перед фактом. Он будет этому бесконечно рад, я вам тут гарантирую. Рад тому, что вы все решаете сами. Вот он вам целиком и полностью доверится и вот свою жизнь вместе со своим сердечком просто на подносе передаст, на блюдечке с голубой каемочкой. Девочки, действуйте, действуйте, не теряйте время. Ой, не надо ждать, нужно вперед, вперед и с песней. Так, и еще одна очень важная дверь, дверь в какое-то изобилие. Ой, это очень тяжелая дверь, и эта дверь будет открываться бесконечно медленно, причем с таким диким скрипом. Похоже чем-то на конкуренцию, похоже чем-то на даже какую-то борьбу, там, где, знаете, вот есть такое выражение, идти по головам, да? Либо работать локтями. Вам, если хочется изобилия, если хочется жить в изобильной жизни, получать все и сразу, при этом особо не напрягаться, вам нужно выдержать эту конкуренцию, либо вам нужно пройтись по головам, либо вам нужно растолкать всех локтями. Звучит, конечно, не очень, но поверьте, эта дверь, она перед вами, но между вами и этой дверью, ну, где-то там человек 100, а может и 1000, ну, у каждого по-своему отыграется. Вы отличаетесь от этих других людей, вы отличаетесь тем, что у вас какой-то нереальный потенциал и сила духа. Знаете, вот говорят, человек со стержнем, это про вас. Но, то ли под давлением общественности, то ли такое воспитание, то ли ваши какие-то личные убеждения, вы всегда где-то в стороне. Вот люди там дерутся, что-то там выясняют, а вы всегда в стороне, вы наблюдаете. Да, может быть, вы хорошо воспитанный человек, вас так мама воспитала, да, либо там бабушка, папа, и вы, ну, не любите там ни хвастаться, ни силой брать, да, то, что вам нравится. Но здесь именно такая ситуация. Хотите изобилия, хотите богатства, хотите каких-то крутых возможностей, за них надо бороться. Причем бороться очень отчаянно. У вас есть сила, и вы гораздо сильнее, чем все другие. Просто нужно себя замотивировать правильно. На кону ваша изобильность во всех смыслах этого слова. Хотите ее, ну так деритесь за нее. Идите за нее, в бой идите. Локтями, по головам, вот как умеете, так и идите.
Я не могу сказать, чего конкретно это касается, либо как это будет выглядеть в вашей жизни. Вы все слишком разные, но вы это почувствуете, вы это поймете. И здесь нужно будет действовать, причем действовать жестко. Вот насколько вы умеете жестко, вот настолько и действовать, а может быть еще прибавить. Поверьте, за это нужно бороться. Нужно, обязательно нужно, и вы должны это делать. Дорога в изобильность, дверь в изобильность. Тяжелая, медленно, со скрипом, но она перед вами откроется. И возможность вот увидеть эту дверь, она у вас именно в ближайшие 30 дней. Еще раз говорю, вы поймете, о чем я говорю. Тут любой поймет, да? Ошибиться просто невозможно. Но нужно выдержать эту конкуренцию, нужно будет побороться. Тогда все будет замечательно, все будет прекрасно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите, пожалуйста, себя. И излишняя скромность не украшает, а наоборот отбрасывает вас на 10 шагов. Помните об этом. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.